4 отчета об итогах деятельности за 2018 год заслушали члены правительства. Об итогах деятельности аппарата Кабинета министров отчитался его руководитель Давид Сангуля. За 2018 год аппаратом Кабмина было подготовлено 454 акта решений. Из них 225 постановлений и 229 распоряжений. Кроме того, было подготовлено 32 законодательных акта в области международного сотрудничества. За счет сокращения количества служебного автотранспорта в 2018 году удалось сэкономить порядка 1 миллиона государственных средств. Хотелось бы подчеркнуть, что количество транспортных средств в аппарате правительства также было сокращено. Это позволило также сэкономить 38,9% на расходы, сократить расходы на обслуживание транспортных средств. 38,9% это фактически 1 миллион 99 тысяч рублей были сэкономлены за счет того, что транспортные средства, ремонт которых и эксплуатация дорого обходились, были реализованы в соответствии с постановлением правительства 180-м. Также хотелось бы отметить, что и в 2017, и в 2018, и 2019 годах расходы на ГСМ не были увеличены, а наоборот были сокращены на 17,9%. Несмотря на то, что и в 2017, и в 2018 году бензин вырос в общем на 5 рублей 50 копеек. Несмотря на то, что цены на бензин росли, мы еще смогли сэкономить. Об итогах деятельности Министерства труда, занятости и социального обеспечения отчитался министр Руслан Аджба. На выполнение поставленных целей бюджетом была предусмотрена сумма в 216 миллионов 280 тысяч рублей. В 2018 году совместно с Кабинетом министров, администрацией президента и парламентом были разработаны 2 целевые программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Абхазии «Жилище-2021». Срок реализации программы 3 года, объем финансирования 120 миллионов рублей, то есть 40 миллионов в год. В результате мониторинга социального положения граждан было принято на обслуживание 47 человек. Всего социальная помощь оказывалась 218 подопечным. Расходы на реализацию программы составили более 6 миллионов рублей. На заседании Кабинета министров правительством было предложено внести изменения в закон о повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров. В случае одобрения этого предложения парламента и главой государства с 1 мая 2019 года изменятся размеры пенсий инвалидов с детства, круглых сирот и инвалидов советской армии. На сегодняшний день на трудовые пенсии за счет средств пенсионного фонда на выплату трудовых пенсий расходуется всего лишь до 250 миллионов рублей из миллиарда. Остальное у нас уходит на государственные, которые я назвал, и социальные пенсии. И если мы сегодня уже начнем хотя бы поэтапно предусматривать в бюджете пенсионного фонда финансирование отдельных категорий пенсий за счет средств республиканского бюджета, то хотя бы какие-то средства, 800 миллионов, которые можно будет перераспределить и направить на выплату пенсий страховых. С 1 мая 2019 года будет также увеличена базовая стипендия студентов Абхазского госуниверситета, которая составит 1000 рублей в месяц, а повышенная академическая стипендия составит 1500 рублей. Ранее базовая стипендия составляла 600 рублей, повышенная 1000. Итоги деятельности Министерства иностранных дел подвел министр Даур Кови. Одним из главных достижений ведомства в 2018 году Даур Кови назвал признание Сирии независимости Абхазии и установление дипломатических отношений между двумя государствами. Кроме того, в течение отчетного периода проводилась работа по укреплению российско-абхазских отношений в различных сферах. Продолжались регулярные консультации в рамках механизма внешнеполитической координации. Абхазия продолжает интенсивно развивать отношения со странами, признавшими ее государственный суверенитет. Мы последовательно насыщаем конкретным содержанием двусторонние отношения, в частности, с Венесуэлой, Никарагуа, Науру. Позитивная динамика наблюдается и в отношениях с союзными нам братскими республиками – Южной Осетией, Приднестровской Молдавской Республикой, Нагорно-Карабахской Республикой. С каждым годом отношения между нашими странами качественно развиваются.
Продолжается их дальнейшее многоплановое расширение. В 2018 году состоялось 4 раунда женевских дискуссий, каждому из которых предшествовали расширенные консультации с сопредседателями женевских дискуссий в городе Сухум. Члены правительства также заслушали отчет министра юстиции Марины Пиле. В минувшем году органами ЗАГСа в Абхазии осуществлена запись 4915 актов гражданского состояния. Органами ЗАГСа в 2018 году была взыскана государственная пошлина порядка 895 тысяч рублей. В итоге все 4 отчета были приняты. На заседании Кабинета министров также была одобрена новая форменная одежда и знаки различия по специальным званиям сотрудников органов внутренних дел. Был также рассмотрен вопрос передачи в аренду имущественного комплекса спортивного лицея в селе Цандрыпш обществу с ограниченной ответственностью ГЕЧ. Как отметил заместитель председателя Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Михаил Ладария, арендатор обязуется сохранить спортивное направление деятельности данного имущественного комплекса, и поэтому решение передачи в аренду этого лицея в итоге было принято. Члены правительства также включили имущественные комплексы кирпичного завода в селе Джирхуа Гудаутского района, объединение нерудных материалов в поселке Скурча Чемчирского района, Гагарский завод безалкогольных напитков в поселке Бзыпта в перечень объектов, принадлежащих к приватизации. Кроме того, члены правительства приняли решение о списании многолетних насаждений цитрусовых в Новоафонском госхозе Псырцха и ликвидации самого цитрусового госхоза. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.